рада вас приветствовать в библиотеке национальной литературы. Библиотека уже достаточно старая, мы работаем с 2004 года, то есть уже 10 лет, что радость. И мы рады вас приветствовать на Дне памяти Степана Эрзя. Мы для вас подготовили небольшую книжную выставку. Если будет интересно, вы можете после мероприятия задержаться и посмотреть еще, какие у нас книжки есть, в том числе на национальном языке. Дело в том, что я не Эрзя, но дело в том, что я с 2003 года занимаюсь культурой целенаправленно, потому что единожды услышавший, как поет Эрзя, других слушать уже не хотелось. Ну, слушаю, естественно, Вагнера и Бетховена, но Эрзя полностью захватила мое сердце. И ребенок у меня хорошо воспринимает и слушает Эрзя. И как-то вот, ну так получилось, да. И благодаря знакомству с Андю наша дружба профессиональная перешла, конечно, в очень глубокие отношения. И все, что касается эрзянской культуры, это все для меня родное. Значит, Степан Дмитриевич Нефедов родился 27 октября 1776 года в село Баево Алатырского района Симбирской губернии. Это ныне Ардатовский район Республики Мордовия. Я хочу сказать, что я это село много раз проезжала мимо. Я примерно представляю, что там за контингент и что там за культура. Мое село родовое находится где-то в 50 километрах, да, наверное. Мама у меня присутствует, она как раз вот из Индинского района Ульяновской области. Это вот граница 3 километра Мордовия, 3 километра в другую сторону это Пенза. Все это раньше был Саранский уезд. Вот. Дело в том, что чтобы постичь и проникнуться ремеслом Эрзя, конечно, надо побывать в его родных местах. Конечно, надо услышать и увидеть ту атмосферу, в которой рос этот человек, потому что это глубоко творческий народ, который постоянно поет, который постоянно в обрядовой ситуации, но обрядовой не в то, что вот мы привыкли, да, это слушать какие-то там песенки, какие-то там ритуалы, да, а обрядовая это форма жизни, когда ты постоянно налаживаешь диалог с другим миром, когда ты должен соответствовать самым высоким требованиям быть человеком. Вот, когда постоянно идет контакт на каких-то высоких духовных началах, будь то это резьба по дереву, будь то это поделки из глины, будь то это песня, будь то это поэтика, или даже вот рождение ребенка, это тоже целое искусство, потому что как ребенок появлялся на свет, какие проделывались обряды в связи с этим, да. Он рождался в чужом пространстве, это баня, потому что свое пространство чистое, а там грязь. Этого ребенка приносили в дом, совершали целую манипуляцию, прикладывали к печи, обрежали в старую отцовскую рубаху, приобщали срочно к нашему миру, потому что он пришел с чужого мира, этот человек. Вот в этой ситуации родился Степан Нефедов. Вот правильно Адю сказала, что гениальность этого человека еще в том, что он работал с тяжелыми видами деревьев, а его традиционное начало – это резьба по липе, а липа – самое мягкое дерево. То есть эрзянская культура резьбы, резчиков – это липа, в основном липа. Это пари, утварь домашняя, утварь, которая для поля предназначалась, все это было из липы. Во-первых, липа долго не гниет, липа это белый цвет, тоже она не темнеет, это очень удобно для чистоты, для эстетики какой-то, да. И липа, вот есть такое понятие, что есть такие деревья, которые очень близкие по энергетике к человеку. Вот липа и береза самые близкие по энергетике деревья к человеку. И удивительно, что у Эрзи вот эта техника мягкой резьбы перешла в совершенно недоступные породы. Либо это кавказский орех, либо это вот кавказский дуб тоже, да, жесткий, либо это аргентинские породы деревьев, которые, ну, действительно надо прикладывать очень сильные усилия, чтобы из них сделать не то, что просто какой-то там силуэт, а гениальный силуэт. Вот когда я взглянула, у меня любимый композитор, я уже озвучила, Бетховен, когда я посмотрела, как Степан Эрзя воплотил это Бетховен, это 100% Бетховен. Это музыка, это стихи, это просто вот какая-то вот волна, это сногсшибательное что-то. Вот. Дело в том, что сам Эрзя, вот обучаясь в родной среде,
не только работал вот с тем материалом, который его приучали в традиции, да, но еще было очень развито параллельно вот с языческой направленностью, со своей обрядовой, да, вот, жизнью. Конечно, очень сильно было влияние православия в всех местах, и до сих пор и церкви стоят, и как бы вот эти вот, получалось такое двоеверие, и такая вот диалектика: с одной стороны иконы стоят русские, да, а за этими иконами стоят свои башки. Кудатя, какая-нибудь Верява. Вот у меня, например, ну такая же ситуация. Верхняя полка у меня Матрона стоит и Ушаков из Темникова. Да, потому что подарили, куда же я его дену. А вторая полка у меня стоит Кудатя, Толатя и Верява у меня стоят. Ну, куда от них? Вот такая же примерно ситуация была у Эрзи, когда, то есть вот в этой среде, в которой он воспитывался. И поэтому он перенимал еще искусство и русских православных мастеров, связанное с иконописью, связанное тоже вот с вырезанием крестов. И он путешествует по городам Поволжья, набирает эту технику, и его рекомендуют в Москву. Естественно, он едет в Москву. Там он себя очень хорошо рекомендует, ну, гениальный человек, что тут поделаешь, да, и в 30-летнем возрасте он уже попадает в Италию. Италия, Франция, мощные города, связанные вот с культурными очагами, это мощнейшие просто вот центры, где сконцентрированы вот как раз вот эти вот скульптурные истоки. Не зря у него вот есть даже... Конечно, невозможно пройти мимо Микеланджело такой глубины, да, и он пишет свое, то есть он лепит свое видение Микеланджело, и тоже потрясающе. У него есть портрет Микеланджело. Вот. Дальше трудные годы 30-40-е, он живет в Аргентине. Очень сложная ситуация для многих наших соотечественников. Вы знаете, что Шаляпин был вынужден по кляузе своих близких друзей. В 21 году он покидает страну, и в очень тяжелом душевном состоянии он живет. То в США, то во Франции. Рахманинов уезжает Бунин. Многие уезжают. Верди также уехал, потому что, ну, видимо, ситуация духовная была очень непригодна для таких людей, которые дышат совсем другим воздухом. И он попадает в Аргентину. Надо сказать, что Бразилия и Аргентина в тот период был эпицентром и для русской эмиграции. Самое интересное. Очаги были во многих частях мира. Вот Харбин, Шанхай, Китай, да, Нанкин. Потом Париж, понятно, да. Тунис, как это ни странно, очаги. Греция не приняла наших, поэтому вот они в Тунис туда поехали. И Аргентина, и Бразилия. Эпицентры. Там очень много до сих пор живет наших русских старожил, которые еще в 20-е годы туда уехали. Конечно, Эрзя нашел свою среду поклонников. Конечно, он там, в принципе, материально жил, не бедствовал. Но именно в эти годы у него пробуждается невероятная волна ностальгии. И он пишет потрясающие, извините за такое выражение, портреты, скульптурные портреты своих односельчан, земляков, родных, портрет отца, портрет матери, портрет соседа, просто голова, допустим, крестьянина. Женская тема невероятным образом проявляется. Мать и дитя, 14-летняя мать, потом просто материнство. И все время это вот видно по этим силуэтам, это Эрзи. Женщина – это эрзианка. Есть такая сказка, в которой говорится, вот росла девушка красивая, возлюбил ее, значит, Нишки-Паза, да, он захотел спуститься, и Нишки – это высшее божество в эрзианской мифологии, он хотел спуститься и взять ее. И описывается критерий, по которому мы считываем красоту, то есть вот понятие красоты для этого народа. У нее, значит, были тонкие руки, белая кожа, светлые волосы, хороший у нее был. Бедра и толстые, как дуб, ноги, которые были обмотаны анучами. Вот по этим критериям Нишки-Паз не мог никак вот себя, значит, это вот остановить, и он спускается, берет эту девушку, поднимает ее наверх, да,
Вот если вы посмотрите внимательно на женские образы, которые творит Эрзя в теме материнства, вы вот эту красоту как раз таки и найдете, которая в древних сказках эрзианских вся воплощена. Ну, вот Это обязательно, видите, да, я да, это листаю. обязательно такие вот хорошие ноги. Это не стеснение вот в этих формах пышных, да, которые женщина цветущая представляет, да, тем более 14-летняя мать. Если вы посмотрите фотографии уникальные 905 года Евсеева, когда он фотографирует, ездит, у него экспедиция была по всей Мордовии, особенно вот Качкуровский район, и в Ульяновской области село Камалы, где мать его родилась, эрзянка. Вот, то вы увидите, как вот этих вот маленьких девочек, 13-летних, 12-летних, выдают замуж, какие у них лица. Это трагедия для маленькой девочки. Ее сейчас оторвут от родительского дома, непонятно куда ведут, непонятно, что за жизнь будет, как рабство, да, и все, и она не должна помнить ни родителей, все, ей меняли имя, ей меняли фамилию, ей меняли все. Единственное, что она с родного очага брала, это вот эту заветную парь, которая была сделана из липы и которая была вся вырезана родовыми знаками. Что такое Вот. парь? Парь это вот такой катка деревянная из цельного дерева, не из брусьев. Парь, да? Парь это до середины 20 века необходимая вещь в каждом доме. Парь. Это Бочка, выдолблена из липы, если по-русски, бочка. Катка. Бочка. Ну, цельное Называется дерево. она цельная. Почему липы стало мало? Потому что ее вырубали взяли нехорошо, я так полагаю. Но в каждом доме это эрямо, называется эрямо-парь. Эрямо – жизнь. Парь – это короб, или бочка по-русски, да? Для чего использовалась? Использовалась она, туда складывалась, вот девочка длилась, ей туда складывалась, это был комод. Вот так. Приданное. Приданное, то есть одежда складывалась. Самые хорошие вещи в липовой. Вот. Делался орнамент с тешксами. Тешкс это знак. Вот. И там хранилось. Имейте в виду, почему я прошу прощения, почему она имеет круглую форму. Мужчины летом и зимой и так далее везде работают в поле. Дома деревянные, да? Случались пожары. И достаточно было это положить и выкатить. И все имущество спасалось. Спасать Вот его. маленький такой нюанс, который не все понимают, почему такой форма у эрзян круглая. Потому что женщин Выкатить сил его, мало, да. а это уже все-таки тяжелое. Сложили, подкатили, там развернули И и спасли, выкинули. И да. спасли имущество. Лиля, я прошу прощения. Да? Ничего. Я вам тогда про парь еще добавлю то, что как бы вот я наработала. Да? Дело в том, что в некоторых архаических культурах других народов, совершенно отдаленных, сохранилась праформа захоронения человека вот в таких цельных деревьях, цельных, вот, без не 4 досочки, не 6 досочек, как мы привыкли, да. Это на самом деле сложнейшая комбинация. Вот, например, чтобы сделать такую парь, девочка рождалась, папа уже начинал для нее это выдалбливать, чтобы, допустим, к своему уже совершеннолетию и к моменту, когда она выходила замуж, эта парь была готова. То есть это такой нелегкий процесс из цельного ствола выдолбить вот эту вот хорошую вещь. Вот. И в связи с этим у меня возник вопрос, а не хоронили ли Эрзи таким же образом себя вот в этих круглых бочках? Получается, что хоронили, потому что у некоторых старообрядцев тоже сохранилась такая форма в выдолбленных цельных стволах себя хранить с крышкой. Крышки этих парей тоже у всех есть. Тем более они идут с родовыми знаками. И, кстати, это была единственная вещь у женщины, на которой оставался ее родовой знак, потому что, уходя к мужу, знак ее менялся. То есть она принимала знак мужа, а вот именно парь сохраняла ее. Вот про это и пишет тоже, кстати, Евсеев, когда он говорил, что у его матери, вот из этого села Камалы, сохранился свой родовой знак. Он его помнил, потому что у отца было свое, а у матери свое. Вот, да, вот эти вот пари, это мои же, да? Ну, возможно, да. Ну, вот эта парь, это из села Лукаянова, это мне Николай Иванович любезно предоставил материалы. Да, Ножкин Николай Иванович, он тоже специалист по этим родовым знакам. Возвращаемся к Эрзе. Значит, вот
я озвучила работы. Это «Спящая мать», 37 год, «14-летняя мать», 39 год, «Материнство», 22, «Мать с ребенком», 29. Потом «Портрет мордовки», 38 год, «Портрет отца», 44, «Портрет матери», 40, «Портрет крестьянина Мордвина», 37, «Голова просто крестьянина», 31 год. Сейчас немножко зачитаю. Глубиной пронизаны работы, посвященные женщине-матери. Женский образ у скульптора тесным образом перекликается с традиционным представлением о женщине как хранительнице очага, заботливой матери, теплоты, что во многом отразилось что во многом у него было взято с обрядовой песенной культуры Мордвы-Эрзя, в особенности в одном из его из древнейших жанров колыбельных песнях. Колыбельные песни – это такой жанр в традиции, который, сейчас немножечко переключимся, да, который дублирует, собственно говоря, причетную систему. Дело в том, что смертность детская была очень высокая. И этот жанр возникает как естественный способ защиты ребенка. Над колыбельной пели свои темы, но на напев причетов, тем самым обманывая смерть, что мы уже потеряли ребенка, тебе здесь делать нечего, мы уже его вот оплакиваем. И так каждую ночь или там в течение дня мы его оплакиваем, и таким образом как бы мы отпугиваем эту смерть. Очень много и у эрзи, и у русских, и у татар напевов колыбельных, которые полностью по музыкальному языку совпадают с причетной системой. Это уникальное явление. Слова другие, а слова, причем совершенно могут быть из разной сферы. Либо это рассказ о животных, либо о птицах, либо нравоучение, либо оберег какой-то. Но вот есть такие даже вот странные тексты. Я записывала это в село Старые Турдаки, Качкуровский район. Уникальный текст, символический, глубоко символический. Тут уже без специалистов каких-то таких вот прям вот, ну, не разобраться на самом деле. Вот послушайте. Значит, съешь блин, который тебе испекли бабушка и дедушка, иначе придет за тобой какой-то старик, возьмет тебя, захватит лошадиную ногу сырую, да, и заберет тебя вместе с ней. Что это такое? Непонятно, да? Понятно, что если съешь блин, значит надо помянуть кого-то. А вот эта лошадиная тема, связанная и у эрзи, и у многих татарских племен, да, это жертвенное животное, которое варили в какие-то великие праздники. И коня, ну у них еще и медведь был, конечно, ну вот коня варили, и до сих пор мокша у них в своих обрядовых каких-то кулинарных изделиях у них присутствует конь обязательно, как и у татар. Вот дело в том, что колыбельные встречались и в свадебных обрядах, когда молодуху приучали, уже вот она еще и не женщина, она еще и уже не девушка, но еще и не женщина, вот у них свадебный обряд, да, и ей поют колыбельные, она должна разыгрывать сцены, где она уже качает дитя, то есть она должна показать свое ремесло. И эти колыбельные также звучали на мотив причитаний. Потом, значит, для колыбельных каждой деревне был характерен свой тип напева. Это напрямую связано с родовой клановой системой у эрзя и у многих народов Поволжья в том числе. Но мы сейчас говорим о эрзе, поэтому вы извините, если я буду автоталитарно так про эрзю, да, говорить, про народ эрзю. Потому что, в принципе, вот то, что я говорю, у многих народов оно тоже имело место. Кланово-родовая система у эрзи сохранила свою знаковую культуру уникальную, о которой вот Ирюша Вижай потом нам расскажет. Я немножечко коснусь этой темы. Вот эти родовые знаки, они назывались либо тешксы, либо сёрмы. Сёрмы – это письмо. Вот подобные, и вот говорят же, да, что у эрзи не было своей письменности, но если были глаголы формы сёрма, например, или сёрма, да, значит... А вот родовые... Ну давай, не видно. Да, вот отсюда. Покрупнее. Вот эти родовые знаки могли быть на домах, на столе. Ну, вот на домах. Это Валентина Дмитриевна Адмакина предоставила свой материал. Это Пензенская область. Да, это не просто узоры. Это свои знаки. Можно мне посмотреть? Не видно. Вот эти вот кружки, вот эти завитушки, да, это знаковая система.
Это мы сейчас опознаем это как орнамент, изучаем как орнамент. Для них это была своя система, по которой они знали, что здесь живут какие-нибудь анмайкины или алимайкины, или еще кто-то. Вот на паре, кстати. У нас в этнографическом музее есть парь в центре стоит. Там тоже есть родовой знак, можно посмотреть. На утвари, на горшках, на поделках снизу, да, везде, на лопатах, значит, в домах вместо номера ставили. Бортнические деревья оформляли тоже своими знаками. И знали, что не надо сюда лезть. Здесь уже вот какие-нибудь видяшкины собирают мед. Все, не лезьте сюда. Вот, на воротах. Дальше. Землю, да, территорию земли пропахивали тоже своим знаком. Или одно тоже еще. Мгм, Смотрите. Это знак не просто знак. Он имел свое эрзянское название. Вот, например, сейчас я как раз и для своих внуков, и детей сделал. Вот наш знак вот, родовой называется Ортат. Ворота. Ворота, да. Да. Вот заказала мне тоже сделать тема Анге. Наша хозяйка, которой мы располагались на Рашки Пост, у нее называется Диганьпильге, гусиная лапка. Вот. То есть каждый знак не просто вот там человечек, но он имеет свое знание. И в принципе вот этой темой никто не занимался глубоко, но думаю, что они как раз и составляли. Есть мнение, что у нас было слоговое письмо. Я не специалист, возможно. Но есть такое мнение, что каждый знак означал какой-то слог. Допустим, если мой знак в виде буквы П, Ортат, вот, то он мог означать, допустим, слог Ор или Орт или еще что-то. Вот. Поэтому вот это как бы дополнение к этому. Да, поэтому вот Хороший я не замечательный. согласна, что не было письменности, Да. потому что в самих формах Эрзянском эрзянских, языке да, есть сёрма, вот письмо, да, даже. Сёрма, коню, Да, бумага, то, что мы пишем. ловом читать, лоуном считать. И мало того, если здесь у нас есть эрзянский счет, похожий на римский, у многих народов нет. Есть а такой, у нас да. есть свой Есть. эрзянский счет, который эрзянскими знаками до 1000. Это замечательно для людей, занимающихся натуральным хозяйством. Этого счета достаточно было и чтобы строить и дома, и крепости, Керемити и Ошпанду и так далее, чтобы вот все. Вот мы сейчас для детей одежду, если мы куда-то в садик идем или еще что-нибудь, мы, допустим, одинаковая, да, какая-нибудь одежда, мы пишем там Иванова. Таня или там фамилию, да. А вот раньше на одежде вышивали, я спрашивала в одной деревне, а зачем вышивали? Ну для кого вышивали? Дело в том, что было такое, одежда это дефицит, страшный дефицит. Ее могли своровать, когда, допустим, зимой ее отбеливали в снегу. И такое бывало. А еще, вот особенно в подмышечной части, вот вышивали этот знак и прикрывали красной тканью. Он там внутри был, нечитабельный, да, это принадлежит к роду. Когда шли в леса на моленье, выбирали рогатину, рогатый, как же его, суропря, как же его, забыл, как это дерево называлось. Чаров, в общем, рогатина. И люди, Рашко. как? А если рогатина, то рашко. Как-то какое-то другое слово. Сюро. Сюра. Это рог. Рог. Вот сюра, я помню это слово сюра. Они поднимали вот так вот руки в молельной форме, и вот этот знак начинал работать с этим рогатым деревом, на котором был свой родовой знак. То есть каждый клан выбирал свое родовое дерево. Одному и тому же не молились, допустим. Вот у марийцев есть такое, вот вся община молится, допустим. Здесь нет. Здесь мы тоже видели такие эти рогатины уникальные. И об этом еще, знаете, кто рассказывал? Вот, Царствие ему небесное, Василий Яковлевич Ильмеев. Он рассказывал, что вот он Мокша, Рузаевский район, он оттуда родом, что там тоже вот такие были деревья, такие обряды. И еще даже к обрядам отпахивали землю в виде рогатицы. Чтобы вот как, понимаете, как ров делали, чтобы вот это место только посвященные могли здесь находиться, молиться. А вот это вот пространство, оно как бы защищало нас, если вдруг что-то там произойдет. Вот этот ров делали. Либо какие-то, если жертвоприношения были, то вот этот ров они сливали кровь жертвенную.
Вот в этой молитвенной форме вот этот знак начинал работать, проецироваться с этим деревом. Тоже есть объяснение. Вообще уникальная вещь на самом деле. А вот Андю рассказывала, у них есть в поминальной системе в Самарской области, когда человек умирает, одежду умершего начинает носить близкий родственник, и тем самым как бы он вот этот родственник, который умер, он присутствует среди нас. Вот это и был помин. Он сидел за столом в этой одежде, родственник близкий, да, в этой одежде покойного, и с ним общались, разговаривали, как будто он не умер, как будто вот все происходит в наяву. Значит, где стояли тешксы, еще раз? На разделе полей в бортничестве отмечали деревья, метили скот такими знаками. Тешксами помечалась утварь, домашние горшки, прялки, ткацкие станки, кадушки, ювелирные изделия. С одной стороны, это оберег, это наше все, чтобы это вот это наше. А с другой стороны, ну, правда, чтобы никто и не стащил, есть такое дело. Потому что потом стереть, как этот знак, он вырезан, его никак. Ну, и Вышивка на одежде, тешксами обозначались дома, украшали резьбу домов. Тешксы надевали младенцу в качестве родового амулета при наречении имени. Знаки ставились на могильных крестах, использовали в качестве передачи информации. И вот как я думаю, мы пересекаемся с Сережей, въезжаем очень хорошо. Это древняя форма письменности. Потому что, вот еще раз повторюсь, да, глаголы, связанные с письмом, писать, читать, вот тяжти, сёрма, домс, тяжтемс, все это, если это имело форму, если это в языке находилось более 1000 лет, значит, письменность сохранялась. И еще, дело в том, что Мордвей и Мокши и Эрзя отказывают в государственности, говорят, что это была племенная структура. Но дело в том, что в языке сохранилась государственная иерархия, статусы. Царь, помощник, вожди, все. Значит, была и государственность, товарищи, потому что такое не может быть, что в языке эти номинации были, а мы говорим родовой племенной строй. Ничего подобного. И вот эти вот чукалы как раз и показывают нам, что вот, ну, есть такая версия, и Николай Иванович мне про это говорил, что есть какие-то плиты, на которых, собственно говоря, написаны вот этими знаками какая-то информация. Я не видела эту информацию, но могу как бы вот это понять, тем более, что мы недалеко в село Андреевка там есть, были на родовом кладбище, которое уже 100 лет не функционирует, то есть оно закрыто, потому что есть новое кладбище, где хоронят, а то уже, ну, перебор, и его уже не трогают. Так вот, мы там находили круглые камни с этими родовыми знаками. А дело в том, что в той местности камней нет, их надо привозить. То есть, получается, их специально откуда-то привозили, но местность не имеет камней. Это вот у нас здесь, пожалуйста, камни из-под земли растут, вон уже. Езжайте в Терлово, там уже очень трудно огороды пахать, мне вот рассказывают, там камни, как в Финляндии, растут. А в той Связь с местности... Петербургом, посмотрите. Да, в той местности нету камней. То есть их откуда-то специальным образом привозили. На них Вычеканивали. да, Вычеканивали. знаки, пардон, и оформляли могилы. Вот на самом деле это тоже очень интересный факт, потому что то же самое мы делали всю жизнь татары. У них нет крестов. Но у них вообще-то есть в некоторых старинных кладбищах есть такие деревянные столбы, тоже с какими-то их родовыми знаками. Но в основном у татар это каменные какие-то либо круги, либо квадратики. Это не памятники, которые современные сейчас, ни в коем случае. Это какие-то каменные вот изваяния, посвященные вот умершему. На них написано, кто лежит. Да. Значит, вот эта вот вся система тешксовая, она прочитывается и в мифологическом сознании, мышлении Эрзи, и в напевах. Мифологическое мышление широко отображено в его песенной культуре. Эпические, лироэпические, Вот счет, героические, обрядовые песни. Как раз вот счет до 1000, Эрзянский счет. Да, вот похож на римский. На римский просто. Да, похож. Вот в песенной культуре песенная культура Мордвы сохранилась преимущественно в женском исполнении. Но это большой минус, конечно, это у всех народов так. Большой минус. Мужчины перестают петь, культура теряется в его исконном варианте, потому что все-таки, когда мы говорим о сакральном и архаичном, мы должны как бы представлять себе, что это все-таки исполняют мужчины. А мужчины уже практически ничего не исполняют.
Но нам тоже повезло в 2010 году, недалеко вот от этих Чукал знаменитых, где проходит Раскинь-Оскс, в селе Андреевка мы нашли молодого мужчину, который причитает изумительным образом. Ну, все над ним посмеются, что он типа дурачок, раз он мужчина и причитает. Я так не считаю. Я считаю, что это находка, потому что дело в том, что когда причитает женщина, чувства ее могут так увести, что она начинает вот этот вот четкий стих. Да, лайшима. Либо урнимат, если свадебные, урнима. Либо авардима, это Да. если свадебные. Плач. Вот. И когда женщина начинает вот лайшима, то она сбивается по эмоциям так, как вот ей надо. Напев она выдерживает, но к нему прибавляют хвостики, получается не восьмисложник жесткий такой фиксированный, а там десятисложник, одиннадцатисложник, тринадцатисложник, вот как ее понесет. У этого молодого человека, его зовут Валера, жесткий восьмисложник на протяжении, вот сколько он причитает, сколько он лайшима, столько и будет этот восьмисложник. Тексты очень логичные, из чего можно тоже сделать вывод, что все-таки это традиция мужская. Тем более, если взять кавказские культуры, если взять еврейскую культуру и древнерусскую, то причитали мужчины. Это была их форма выражения вот этого чувства погребального уважения, последней погребальной памяти умершему. Это было отражено в былинах, в эпических песнях. Эпические былины напевы, они часто совпадают с причетным мелосом. И вот, понимаете, вот такие вот находки, они, конечно, многое определяют и ставят свои точки над «и». Вот этот Валера, он не сшибается со структуры. Это говорит о том, что все-таки это мужская культура, и мужское начало должно быть в этом ярко быть выражено, а не женщина. Мы даже записывали такое, что мужчины омывают покойников. Не женщины, а мужчины. И это была норма раньше. Сейчас вообще ничего нет, честно Сейчас говоря. уже кремация. Вообще ничего нет. Сейчас и по-эрзянски, если кто говорит, это чудо какое. Молодой человек по-эрзянски говорит. Это... А если еще девушка? А если девушка разговаривает по-эрзянски, это тоже. Да, вот, кстати, вот в Татарстане ситуация другая. Там молодежь свой язык, ой-ой-ой, как сечет. Вот в этом отношении татарам надо вот шляпу снять, конечно. Еще два слова про то, вот мы на колыбельные затронули и причитание в связи с женской сферой, которую вот Эрзя гениально воплотил в своих портретах скульптурных, да. Но я хочу сказать, что вот в эти вот писанные формы у Эрзи, они еще вот одно доказательство, что они глубоко архаичны, потому что имеют форму вопроса-ответной структуры. Идет откуда-то свыше вопрос, и мы конкретно должны на него ответить. Например, красивые подруги, подружки, где вы ходили, пропадали? Где были ваши помыслы? Девушки отвечают: красивое дело мы делали, красивое дело мы справили. В причет, это в свадебной песне. В причитаниях: по какому месту я пошлю свой голос, где я пошлю свой шумок? И ответ: по мирскому чистому забору, по краям вырытых канав, между посаженными березами, по хлебному полю, по шелковым кистям хлебных корней, по горящей свече, соломе, по золотой бусе суставам ее, по частым кудрям колосу, золотом наливающемуся зерну. То есть вот она объясняет, куда она свой голос. А откуда этот вопрос был взят? В колыбельных. Почему беленький, почему пригоженький ребеночек? Потому что, отвечаем, молочком облитый, в медочке выкупанный, медью обитый. То есть вот такие вот моменты, конечно, уникальные, архаичные, сакральные, они в языке и в формах все сохранилось. Я вам сейчас все это читаю по-русски, и, к сожалению, статья, большая статья и эта, и вторая у меня вышли в Эрзянской мифологической энциклопедии, и все это по-русски, и Эрзи все это читает по-русски. Это, конечно, ужасно, но вот так. Надо Вот так. переводить. Вот. И еще самое главное, вот это женское, которое гениально воплотила, еще раз повторюсь, Эрзя, оно воплотилось в мифологии, собственно говоря, эрзянского народа. Вспомните все божества, все высшие существа нечеловеческого происхождения, они в основном женского рода. А там, как приставка к ним, мужские такие же названия. Например,
Видява, мать воды, Вармава, мать ветра, Наравава, мать хлеба и полей, Юртава, мать дома, Банява, мать бани, Каштумова, мать печки, Ультянькирди, матушка, мать улицы, Лись Манява, мать колодца и так далее. И к ним идут, допустим, Видятя, как приложение, Варма-Атя, Норов-Атя, где-то там Каштов Атя. И причем они, знаете, я вот читаю, когда в энциклопедиях тоже, да, есть такое. А вот когда тексты конкретные берешь, допустим, в экспедиции работаешь, никто об них не заикается. Иногда спрашиваешь, а вот куда у вас чего? Кто? Чего? Вот куда вода? Юрта вода, там, допустим, Верява. А это кто? Не знаю, мы такого не знаем. Это муж. И он на работе. Я закругляюсь. Мое видение Эрзи, вот Анди так спроецировал, да. Можно песней закончить? Песней какой-нибудь? Ой, песни у меня не смык. Хорошо. Смык, к сожалению. А нет, у меня это, я болею просто, болею, не знаю, что. Налить? А в записи нету песни? Нет, не знаю. Ну вот. Нет, в записи я... Подожди, мы сейчас можем, если надо... Сейчас мы один можем- куплетик и тихонечко. Ладно, не могу. У меня, правда, не смык, уже неделю я болею. Песня Хмеля, Хмель, матушка спорит с Норовиной, с Норовавой, или с Норовиной, да. Кто сильнее? И они до такой степени поспорили, песня очень длинная, и она в разных вариантах, как я уже говорила, в каждом селе был свой тип напева. Текст сохранялся, а напев отличался, потому что клановая система родовая работала. Вот. Даже не то, что в селе свой напев, а вот улица идет, улица, например, какие-нибудь Кабановы вот живут, да, вот у них свой будет напев, вот их не собственный. Когда мы, допустим, пытались соединить вот село Семилей, это вот где Воеводская, тоже по Рузаевской дороге, Качкуровский район, мы собрали 6 бабушек и не могли с них ни одну песню выдолбить, это был кошмарный день, потому что каждый воспроизводил тип напева своей улицы, не села, а улицы. И это было что-то. В общем, мы приноровились, их спрашивали по одной, потом по две как-то, да. Они говорят, да ты не так делаешь, да ты не так. Они тоже волнуются, ругаются, что вот ты забыла, а я-то помню, а на самом деле все же по-другому. Чуть-чуть. Вот тоже вопрос. Спрашивают ее, где ты была, эта Хмель, матушка, по каким местам ходила? Она говорит, во влажном месте была, как извиваясь, что-то вот я точно не помню, извините. Но вот та же вопрос-ответная система, она вот в этих древних песнях работает. Козанча ченесе кокомляня секо козаняка снесе кокомляня. Все. Все. Спасибо всем. Я решаю за... Так вот, по поводу то, что в нашем краю, где мы заседаем, в Ингерманландии, в Карелии, там, в Вепсе, у нас здесь она называется Талун-Мерке. Домовой знак. Талу – дом, а Мерка – ну, марка. Так вот, я лет 5 назад навалился на эту тему профессионально и разобрал. И написал статью и выступил на конференции международной по этим вот знакам. Когда я, как говорится, расправился с пространством, где мы заседаем, Ингерманландия, Карелия и Вепсия, то я обратил внимание на восток, вот Поволжье, в первую очередь финно-угорских народов. Значит, смысл моего открытия. Как художник я быстро обнаружил, что, будь любезен, Андё, вот, Что? Да, значки поставь, А пожалуйста. которые? Любые, особенно когда в квадратных таблицах были. Значит, Ну, там там их соль в много. чем? Ну, пока он ищет. Оказывается, это не произвольные черты и резы, там, как там нам пишут, или какие-то там фигурки, да, линиями, а это все в абсолютном геометрическом модуле и математическом. То есть там математический геометрический модуль, его понятия, которые он изображает, были тут, и названия. Теперь насчет пространства этих знаков. Они безмерны. Начиная, допустим, Вот если от эти? Поволжья, где я уже знаю, вот там башкиры, татары, мордва, Эрзия. Вот эти? Да. Да.
Вот они все, вот эти все, они вписываются, не все. Так, вот насчет, вот вы запомните. Значит, там модули квадратные. Один просто квадрат, вот, допустим, полэкрана, да? И есть биквадрат, то есть вот как этот экран, двойной. Два квадрата соединенные. И в них находится еще, как сказать, сетка. Сетка прямых линий, кругов и диагоналей. И вот в эти, ну еще долго это вам рассказывать, мне неинтересно будет. То есть эта штука с 1500-х годов уже известна в пространстве Восточной Европы, у наших народов. А где можно вашу статью почитать? Как можно познакомиться? Да как, я ее принесу сюда как-нибудь или где-то Или через встретим. Ангела. Да, вот мы, наверное, с Анди, да, встретимся, у нас много вопросов там Ссылаться, обсудить. чтоб на вас тоже. Да. Так что это очень серьезная штука и масштабная. И в Литве, и в Латвии, и в Эстонии, в Пруссии, в Германии, это не Германия, это славяне там, а германины. Так, у них то же самое. И у всех названия этих штук есть. В нашей стране, где мы заседаем, в Германландии, от этого остались почти рожки-ножки. Я смог опубликовать, значит, водские. Да, я забыл сказать, что у нас вот в пространстве, где мы заседаем, да, здесь живут Водь, и Жора, Карелы, Евремейсы и Савакот. Да, 4 народа, собственно, которые попали в Ингрию, так называемую. Да. Дальше за Волховом живут вепсы, огромная страна, вепская возвышенность. Сбился. Я собрал только вот по этим, да, водские, и жорские, и карельские, вот в нашем пространстве. Вот немножко сбился, извините. Теперь насчет за иконой штучки лежат. Возьмем Библию. Во первых строках там сразу описываются многие скандалы, в том числе семейные. Когда Яков, праотец евреев, пошел батрачить на дядю, так, 20 лет отбатрачил, забрал у него 2 дочерей с детьми уже и домой, в Палестину, тогда Кинаан назывался. А дяденька обнаружил, что исчезли так называемые терафим. Множественное число. Одна из этих, то есть его дочь, жена Якова, взяла и свистнула там, с того места, где на полочке они лежали, вот обереги. Слово терафим – это восточное слово, как там, корневая основа Раф. Есть Рафаэль, архангел. Рафаэль, Михаэль, Габриэль и так далее. Да? В переводе врачевание и охрана здоровья. То есть эти терафимы, и вас, как они там называются, да, штуки, они оберегали все в доме, чтобы здоровое, чисто и приятно было. То есть вот такие вот вещи уходят корнями вглубь. То есть это у всех народов, вот эти, Да. ну, из дерева, как правильно, и в Сибири, и в Восточной Европе и так далее. Оно спасает эрзианский народ, сохраняет. Эрва валось кона йолта злия кельса, сон вансты се лия раски. Любое другое слово, которое сказано на другом языке, оно сохраняет именно ту культуру и тот язык, на котором он сказан. Течиминтер штатано Степан Эрзян чачомот иензе, сядо или кемин иет ютас кода сон чачс. Сегодня мы вспоминаем, сегодня у нас день памяти Степана Эрзи, то есть он родился 140 лет назад. Мон аштян Руция Ярмак Паргунь Преалтокс. Я являюсь председателем фонда Рутя. Лемем Эрюш Вежай Эрзякс. Звать меня по-эрзиански Эрюш Вежай. Рузокс Ерюшов Борис Алексеевич. Ну, по-русски. Ми юталтинек вана те чинтель анок стамга юталтинек апок келкснема пелкстамоды сёрмадомат Эрзян Кельсе конат Алтавит Степан Эрзяне. Мы в течение этого года провели в интернете конкурс публикаций, которые публикации на эрзианском языке, которые конат Алтавит Степан которые посвящены творчеству Степана Эрзи. Мизис паро. Что хорошо из этого? Сёрмац Эрзякс кода и уломант. Сёрмац Эрзякс оломант как. Что хорошо?
писали на эрзянском как молодые авторы, так и профессиональные авторы и непрофессиональные авторы. Min purnelia kapovskit jarmakit, de tsehti paro sormadovsny, turtov javinek kauto kaznit, vete tjojань, veikitte tar, vasinte tarkankis, de ombote tarkankis. Фонд Рутя собрал немного денег, и исходя из итогов конкурса, первое и второе место были награждены небольшими денежными призами в размере 5000 рублей. Ну, каждый. Вот так. Mon akarman kuvats saime шканк. Я не буду долго испытывать ваше время. Mon lunosa sehti mazai Valmoron konансер мадизет Рябова Людмила Эрзянин Кельса кона Алтаз Степан Эрзянин. Я прочту самое красивое произведение, которое было представлено на данный конкурс. Его написала современная молодая эрзянская поэтесса Людмила Рябова. Луманиссон паро, Сормадолксунзо пек паро Эрзян мазы Майкс Эрзян Кельса. Человек она очень хороший, произведение у нее написано на красивом, легком эрзянском языке. Мездясон Арсис, мон тенклоунас. О чем она думала при написании, я прочту. Кода лоуном свеси Эрзякс, мелетон ютавсак рузокс, или мони ютавсом рузокс. Ну, ван хода. Да, пару. Да. Мон лоуноса веси Балморон, свасне Эрзякс, меле ютавса пнинг, кода строчка алло, рузокс. Я сначала прочту произведение полностью на эрзянском языке, а потом построчно переведу. Сон аольпокш. Он небольшой, Ялатек пегдомка. но очень со смыслом, с внутренним смыслом. Шкадима Степан Эрзянин. Улема содыть Эрзятон, кода моки анок стать денег, кода аулевленек йонт, пачкоди йомамос лимене. Декадек пек полаутос шкась, ождятне умок лия кельцец. Луво сеть колово, арась, мода масторос, шлясь сельвец. Тон яла бажит оля чис, важодемс ис масторот лезас. Десолель кевис, оймить псис, детокно сидиезов. Ансяк пряутвиес, да волви, стят каршо, шеш ктянзат лишь мезе. Сон преудемезет сови, десерга новоли рисмезе. Килькштеме повасть эрзятонь, мендям от бажест десиндемец, ансяк синдемс эрзянь коронть ашожда, ундоксонзо кемец. Они демези йол там с ней, мольтяно эрзя лемент ало, сеять стымаксни тенек пейс, мекев эцить минстевиз валонц. Аминь. Потатано мин, де зярс эзимиз сала чадос, изнятано каорил кинц, есть адо, кие пульсядо. Детекетон чултос декевс, монераскин лемем оймес керсер, кадозо и какшом превс, сон и нераскин ломай, эрзя. Я теперь попытаюсь подстрочно перевести это замечательное стихотворение, которое написала замечательная для меня девчушка, сколько ей лет, наверное, и 30 еще нет, Людмила Рябова. Работает она в журнале Верзянском «Сятку», по-моему. Да. Впервые я у нее в основном лирика, а здесь прозвучало замечательные гражданские нотки и переживания не только за то, что произошло со Степаном Эрзей, но и за то, что сейчас происходит с моим народом. Обращение к Степану Эрзе называется стихотворение. Шкадима Степан Эрзянин. Так по-русски.
Наверное, знал ты, Эльзя, какой путь нам был приготовлен. Если что-то не будет, вы додумываете, потому что мне иногда сложно сразу приготовить русское слово, вот, и вы можете немножко, воображение ваше пусть играет. Кодат аулевленик йонт, какие бы ни были мы способны, пачкоди йомамос леминик, идет к исчезновению наше имя, то есть имя нашего народа. Декадек пекполауто шкась. И пусть очень изменилось время. Ождятне умоклия кетсис. Боже сейчас уже давно В чужих в руках. чужих руках. Лувосись колао, арась, модама старость шляйся львиц. Порядок жизни, то есть вот образ жизни или порядок, мировой порядок не изменился. Нет. Мир омыт слезами. Тоньяла бажить оля чист. Ты все стремился к свободе. Вожодим с эсмасторот лезас. Работать для своей земли, для своей родины. Десол эль кевись оймет псис. И даже камень растапливался от жара твоей души. Детокнозевель сидеза, чтобы у твоей родины дрогнуло сердце. Ансек преотвись даулви. Но сила власти – это сила урагана. Стят кашу шешктянза лишмез. Если ты встанешь против, то лошадь этой или конь этой власти тебя раздавит. Сон преаудемезет сови. Десельгат новоли лишмеза. И вот эта сила этой власти входит в твой ум, даже когда ты не хочешь, я немножко так, и по твоему телу свисают цепи. Килькштеме повасть Эрзя тонь. Без петли душили тебя, Эрзя. Мендям от бажасть десиндемец. Тебя пытались согнуть и сломать. Ансяк синдемс эрзянь коронть ашошта ундоксон зокемет. Но сломать эрзянский характер непросто. У нас очень крепкие корни. Они демезиум там с ней. А теперь, что же сказать теперь? Мольтяно эрзя лемент ало. Сеется максит терек пейс, бекев эцит нинстерис бал. А теперь, что же теперь? Мы по-прежнему идем вперед под именем Эрзя. Нам часто дают по зубам, и обратно, но здесь смысл опять с логикой. У нас пытаются отнять наше имя Эрзя. Тут дословно даже сложно перевести, это поэтическое произведение. Аминь, апотатон аминь. А мы назад не пятимся. Дезярс эзимис сала чадос, и пока нас не унес куда-то смрад вот этой жизни, изнятано каворил кинть. Мы побеждаем ухабистую, да, неровную дорогу пути. Кие стядо, кие пульзяно. И кто этот трудный путь преодолевает, кто-то стоя, а кто-то и на коленях. Детекетон чултос декевс, монраскин лемем оймес кепся. И словно ты в дерево и в камне, я имя своего народа вырезаю у себя в душе. Кадоузо эй как шомпревс, чтобы оно осталось, это имя, в голове у моих детей. Сон и не раскинь ломань, Эрзя, чтобы мой ребенок знал, что он человек великого народа Эрзя. Спасибо. Тяжело, наверное. И теперь за то, что вы меня так хорошо слушали, фонд камней, который
держит наш народ, на котором мы держимся. Это наша Масторава, это наш эпос Масторава, Степан Эрзя. Это вот два, как бы, ну и наша мифология и история, конечно, три кита, на которых мы делаем. Раскин Оскс. Кстати, насчет, вот ваша мысль насчет геометрических форм и соединений. Вот меня очень обижает, когда даже в современных обрусевающих селах, музеях пишут, село было основано выходцами из эрзианского племени Эрзя. Вроде бы ничего обидного, да? Но идет же принижение. Нас был когда-то, в 1939 году, у нас был 1 миллион эрзян. Потому что 1,5 миллиона, 1 600 000, по-моему, было, или даже 1 700 000. Если вычесть 1/3 макшан, эрзян было больше миллиона, больше, чем эстонцев сейчас. И когда пишут по-русски в русских музеях, что село Захаркино, с которого я, допустим, было, и в интернете пишут, из племени Эрзя, я обижаюсь, конечно, на своих соотечественников. Я категорически выступаю против названия соплеменников, это слово либо сопля, либо принижение до племени. Может, два, да? Поэтому я говорю, друзья эрзяне, вечкевик эрзят, или адо корта соплеменник, те нолго волонтейсты, или плема волонтейсты, это слово либо от слова племени, а у нас письменность, счет, язык, культура, песни и так далее, все. И вот на Раскин Оскс, Лиля знает, Раскин Оскс проводится раз в 3 года, это замечательно. Что мы заметили с Петрин Анди? Там прекрасная свеча, высотой вот до потолка выше. Даже выше. Да. Вот. Она устанавливается на Мааре, курган такой, зажигается и горит весь период проведения этого обрядового, поминально-ритуального действия. И когда мы его устанавливали, а мы заранее прибываем, вот и Петрин Андю и я, помогать нашему Инязору, нашему великому князю эрзианскому, или царю, можно так по-русски сказать. Вот. И когда я подошел, сел на это как бы в амфитеатр, я вдруг увидел, что солнце садится, а это проводится вторую субботу июля, с древнейшего времени. Солнце садится, если я сижу на амфитеатре и смотрю на штатул, на свечу, садится точно на вершину этой свечи. Есть даже фото. Это и прям... сфотографировал и так далее. Это говорит о чем? Да, и мало того, что, то есть вечером, когда солнце садится на эту свечу, и утром в 10 где-то утра, ну в 9 утра, и так, когда выходит, если смотреть с противоположной стороны, она точно поднимается точно на эту вершину этой свечи. То есть амфитеатр вот этого места проведения был четко рассчитан и астрономически, чтобы в этот день солнце проходило именно здесь, именно через черту, где идет линия между моим глазом и я когда смотрю на свечу. И я думаю, что мы, может быть, даже просто забыли, с этим явно был связан как-то ритуал именно и зажжения свечи штатула, и его гашения, да, по окончанию. Это вот как бы маленькая еще ремарка для этого. Вот. Да. Все, я закончил. Мне скажу, что очень понравилось вот Дениса. Да, я бы хотел, чтобы вот. Денис я хотя бы несколько слов Денис, сказал. когда ты будешь, скажи цену, а вдруг у нас найдутся покупатели. Спасибо. Спасибо. Меня зовут Денис Куксов, я родом из Саранска, Мордовии, год уже в Петербурге. Я художник, словом я не мастер пользоваться, поэтому все свои мысли выражаю посредством образов визуальных, я больше визуал. Могу пару слов сказать, что в Саранске есть музей, главный музей вообще в республике. Музей называется Мордовский республиканский музей изобразительных искусств имени Степана Дмитриевича Эрзя. Вот, и поэтому с этим художником, мастером знакомы все в республике.
И первый художник, которого я вообще, в принципе, в жизни узнал, был Степан Дмитриевич Эрзя, потому что в каждом доме практически, ну не в каждом, грубо говоря, но очень у многих есть альбомы с его работами. То есть его знают все, и вот он главный художник, можно сказать, там, да. И первые свои впечатления от встречи с прекрасным, скажем так, были связаны вот именно с этим музеем, именно с огромной коллекцией его работ. И вот как это, впоследствии я стал художником, тяготею к жанру портрет, и решил сделать портрет одного из наших великих художников, Степана Дмитриевича. Вот он вырезался у меня в такой работе, которую буквально сегодня закончил, пару штрихов еще сегодня выносил. Вот. Он сделан так интуитивно, то есть образ какой-то он складывается, как вот говорят, поэзия как рождается, она откуда-то приходит и все выливается в слова. Это тоже как бы сложно так сказать, что вот решил взять вот это, композицию такую, она тоже как-то все интуитивно приходит, рождается образ. И вот взял здесь фоном, можно увидеть одно из его великих произведений «Моисей». И сейчас вот я на этом вечере слушал все доклады, и такое сложилось, извините, если грубое будет сравнение, но Эрзи как Моисей, который водит свой народ, вот он ведет его в светлое будущее, скажем так. Вот. Спасибо. Спасибо.